Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем причину крупной аварии на улице Залесная в Казани. 14 туда ехала, и вот через эту полосу вылетает сюда, она и бьет. Серьезно пострадал водитель «Лады» и двое детей, находившихся у него в машине. Расскажем о яркой первой поездке только что получившего водительские права молодого человека. Вы берете машину в аренду, вы за него отвечаете. Вы должны смотреть, какую машину берете. Взятый им в аренду автомобиль вспыхнул после аварии через несколько сотен метров после начала движения. А также горящая во дворе машина, задержание с марихуаной в Альметьевске и приговор курьеру мошенников в Казани. Я обязуюсь возместить и раскаиваюсь. Все это в ближайшие 10 минут. 3 человека, в том числе 2 маленьких детей, пострадали в серьезном ДТП на улице Залесная. Авария произошла на выезде из города на трассу М7. На перекрестке столкнулись 4 машины. Один из водителей скрылся. По предварительной информации, неизвестный автомобиль протаранил «Ладу» 14-й модели. Отечественную легковушку выбросил на встречную полосу, где в нее врезалась БМВ, а в немецкую иномарку влетела «Шевроле». Малышей из «Лады» и 63-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. 14 туда ехала, и вот через эту полосу вылетает сюда, она и бьет. Очевидцы рассказывают, «Лада» появилась на встречной полосе внезапно. В этом месте хоть и нет ограждения, но поворот и разворот запрещены. С БМВ, двигавшейся по улице Залесной из Казани в сторону развязки с трассы М7, «Лада» столкнулась лоб в лоб. Следом в них летела «Шевроле». Насколько водителю сказал кто-то из них, что 14-ю кто-то подрезал, она вылетела вроде как навстречку. Это пыталась увернуться, и это въехало в нее. Момент самого первого столкновения еще до вылета «Лады» на встречную полосу зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля, который ехал за «Ладой». На кадрах видно, как водитель неизвестного автомобиля, уходя от столкновения с одной машиной, вывернул руль влево и врезался в «Ладу». В этот момент отечественную легковушку выбросило на встречный поток, а предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Кто был за рулем? Отец. Ваш отец? Да. А там же дети были? Да, еще племянники и сестра моя. А сколько все? лет? 5-4. Все в тяжелом состоянии в больнице. 7-е отца и в РКБ детей. По словам владельца «Лады», о том, что произошла авария, он узнал от супруги. Им позвонили автоинспекторы. Сообщили, что 63-летнего отца и 4- и 5-летних детей в тяжелом состоянии госпитализировали. Мужчина рассказал, они ехали в детский сад в Осиново. От «Лады» практически не осталось живого места. БМВ и «Шевроле» также смогли покинуть место ДТП только на эвакуаторе. Владелец «Лады» надеется, что истинного виновника происшествия все же найдут. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, «Вызов 112». Очень ярким стал первый день за рулем для 19-летнего молодого человека. Он только что получил заветное удостоверение и тут же зарегистрировал аккаунт в сервисе аренды автомобилей. Тянуть с поездкой не стал, но вот далеко уехать у него не получилось. Загорелось сразу? Да, моментально. Прям поломись под капот? Да. Самостоятельно, без инструктора, с подругой на пассажирском сидении 19-летний молодой человек смог проехать несколько сотен метров. Дальше на его пути возник кроссовер Kia. Его водитель остановился, пропуская встречный поток, чтобы повернуть налево на улицу Чайковского. Водитель каршеринга остановился, только врезавшись в Kia сзади, после чего легковушка тут же вспыхнула. Остановился я на поворот. А, туда, да? Угу. Ты что, так откинуло, получается, машину? Он загорелся, я просто немножко отъехал, смотрел, сзади горит. И водитель, и пассажирка Hyundai успели выскочить из горящего автомобиля и не пострадали. Огонь пытались потушить проезжавшие автомобилисты. Окончательно справились с возгоранием пожарные. Эти несколько минут, проведенные за рулем, молодой человек запомнит на всю жизнь. Вот так право получил сегодня. Получив в автоинспекции заветный документ, сразу зарегистрировал аккаунт в сервисе аренды автомобилей. Взял машину и поехал кататься. Но к тому, что произошло дальше, жизнь его не готовила. Ну вот как будто мы сделали, я дальше. Вы берете машину в аренду, вы за него отвечаете. Вы должны смотреть, какую машину берете. Скорость большая была? Скажите нам, как оформлять? Километров 20. Водитель Kia в ответ просто показывает повреждения. Ну, вы сами посмотрите. Вот. В каком состоянии была легковушка, рассказывает молодой человек, он не знал. Говорит, рассчитывал, что все сдаваемые автомобили должны быть исправны. Может, что-то там неисправно в машине. Раз ты не смог остановиться, если ты говоришь, у тебя скорость 20 была.
Нет, ссора не было. Своей вины в произошедшем молодой человек на месте не признал. Ладно, как оформлять? Как виновного на месте выявляем, убираем машину, либо как направить вас на разбор? Как лучше? Взять на разбор. Давайте на разбор. Если на разборе в ГИБДД он не сможет доказать, что взятый в аренду автомобиль был неисправен и ответственность за это должна нести каршеринговая компания, то виновным в аварии признают его самого. И молодому человеку предстоит заплатить штраф за несоблюдение дистанции и, согласно договору, выплатить компенсацию каршеринговой компании. Воспоминания о первой поездке останутся с ним на всю жизнь. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, вызов 112. «Лада Приора» вспыхнула сегодня утром во дворе одного из домов на проспекте Ямашева в Казани. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану около 10 утра. До этого очевидцы вручную оттащили от горящей машины стоящую рядом иномарку, тем самым спасли ее от повреждения. С пламенем на площади в 1,5 квадратных метра огнеборцы справились быстро. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля. Владелец «Лады» пытался завести машину с помощью автозапуска. На 3 года в колонию общего режима отправился 22-летний казанец по решению Приволжского суда. Такое наказание он получил за подработку курьером, трудился незаконно на мошенников и с точки зрения законодательства являлся их сообщником. Обвинение доказало, что подсудимый забирал деньги у обманутых пожилых людей и отправлял их на счета своих работодателей, оставляя себе зарплату в 10% от суммы. Молодой человек успел навестить 2 пенсионерок, ущерб составил около $500 000 рублей. Так, ранее судимы? Да. По каким статьям? 160-я часть 1. Сразу после задержания, когда ему избирали меру пресечения, он не скрывал, уже был судим. В конце марта по статье «Присвоение» или «Растрата» суд приговорил его к 120 часам обязательных работ. Но то, что легких денег не бывает, он так и не понял. И когда ему в одном из мессенджеров предложили неплохую зарплату за работу курьера, с радостью согласился. Молодого человека не смутило, что забирать надо было деньги, причем у пенсионеров. В этот раз предъявленное обвинение было уже серьезнее. По части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенной группой лиц. Следователи установили, что он забрал у 2 пенсионерок порядка $500 000 рублей. До этого женщинам звонили неизвестные им люди и сообщали, что их родственники стали виновниками страшных ДТП. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги. Чем больше, тем лучше. Напуганные бабушки отдавали все, что смогли накопить за свою жизнь прибывшему курьеру. 68-летняя женщина таким образом лишилась 380 тысяч рублей. 95-летняя – 110 тысяч. Курьер, забиравший у них деньги, попал в объективы видеокамер. Полицейским удалось его задержать за несколько дней. Свою вину он признал. В мае в одном из мессенджеров нашел объявление о работе курьером. Его роль заключалась в прибытии на указанный ему адрес, вступлении в контакт с потерпевшими, их обман путем представления себя, согласно легенде, сотрудникам правоохранительных органов, хищение денежных средств у граждан и последующем переводе их по указанным ему работодателям реквизитам банковских и иных счетов. 10% из выручки он оставлял себе. При этом молодой человек знал, кому и за что они отдают деньги. То есть являлся соучастником обмана пожилых женщин. На последнем слове в суде сказал, что вину признает. Я обязуюсь возместить и раскаиваюсь. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 3 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу. Со дня вынесения вердикта у сторон есть 15 дней на обжалование приговора. Вероника Гайнудинова, Навсям Ниязова, вызов 112. До 10 лет лишения свободы грозит 20-летнему жителю села Белярск Алексеевского района за хранение марихуаны. Получив оперативную информацию о том, что молодой человек может хранить дома наркотики, полицейские обыскали его жилище и придомовую территорию. В результате был найден пакет с веществом растительного происхождения. Стражи порядка предположили, что содержимое пакета – это конопля. Подозрительное растение направили на экспертизу. Исследование установило, что это действительно марихуана весом около полукилограмма. Также у молодого человека изъяли гашишное масло весом в 10 миллиграммов. Задержанный пояснил, что нарвал коноплю на окраине поселка, высушил и оставил на хранение дома.
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.